Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Подворье», которая посвящена многим аспектам жизни в частных домах. Не секрет, что жизнь в частном доме очень насыщена в технологическом плане. Ну, согласитесь, это и водоснабжение, это и отопление. И я не ошибусь, если в каждом частном доме арсенал инструмента, он должен быть максимально насыщенным, максимально технологичным и максимально, наверное, качественным, да, ребята? И сегодня у нас есть политика такая, что в отношении производителей, отношении брендов, инструменты, которые представлены в арсенале любого мастера, да, домашнего, там, хоббиста или там промышленного, он должен быть спектр шире, то есть от всех градаций цветов, начиная с зеленого, заканчивая вот таким вот ярко-красным. Да. Сегодня у нас представители замечательного бренда Milwaukee Tools, дальневосточного, я так понимаю, филиала, да, Дальневосточного федерального округа. И вот на такой замечательной машинке, которая, видишь, как замечательно красная машинка стоит, вся такая брендированная. Доехали 2500 километров. Аж у меня лицо покраснело в плане того, что... Сколько километров? 2500 километров ребята приехали, чтобы включить вот этот вот светильник, да, промышленный, и разложить вот эту вот линейку инструмента, среди которого и профессионального предназначения, и специализированного, скажем, предназначения, и бытового. Я с очень огромным удовольствием рассказываю о выборе бытового сегмента, полупрофессионального сегмента для таких любителей что-нибудь потыркать руками. Да? Это замечательно на самом деле дело. Настоящий мужик всегда что-то должен сверлить, долбить, пилить, выпиливать, и все на свете. И менять автомобильные колеса у себя. Дома прикрутить полочку, поменять колеса, что-то сделать. Заклепать сэндвич-панели, там, забор, там, собрать, не знаю, там, дом построить, там, еще там. То есть абсолютно. То есть, на самом деле, линейка профессионального инструмента, и не только профессионального, она позволяет делать гигантское количество вещей. Как говорится, наука умеет много гитик, да? У нас на сегодняшний день достаточно решений, чтобы перекрыть полный спектр задач, с которыми мы связываемся в повседневной дне, на бытовом уровне, как мы ранее упомянули, также и в промышленной сфере. То есть представленность у нас огромная. Наверное, нет таких задач, с чем бы мы не справились на сегодняшний день. Могу смело заявить об этом. Давайте мы начнем. Бренд Milwaukee многие рукоделы, они знают. Ну, то есть, если судить по градациям, все начинали, наверное, со 190-го Bosch, да, с циркулярной пилы. А потом ищут что-то получше, находят что-то либо в желтом сегменте, либо в красном сегменте. Да. Я посмотрел, кстати, в тот раз сравнивал циркулярки, посмотрел милуоковскую пилу, да? Единственная циркулярка, которая снабжена расклинивающим ножом. Да. Мне это, знаете, очень таких внушило очень такое теплое чувство, надо же о моей безопасности пекутся, да. Расклинивающий нож, и я так понимаю, он максимальной мощности из всех тех, которые, там были представлены 1800, 1900, и, по-моему, вашего бренда пилка была, по-моему, по 2 киловатта. Да, больше 2 киловатт, да. Ну, давайте, с чем вы приехали и вообще, как Якутия вас встретила, ребят? Передаем слово Александру. Александр является у нас техническим специалистом. Он то есть все вот эти гитики по технике, по инструменту. У нас Александр возьмет на себя и ответит на все вопросы. Да, Якутия у нас встретила теплом, гостеприимством, все очень радостно приветствовали там, и начиная там от персонала гостиницы, в которые остановились, там пожелали доброго утра и спросили об отношении, мы им поставили там твердую 5. Вот, поэтому приехали сегодня и находимся на базе одного из наших дилеров. Как известно, в Якутске появился магазин с осени прошлого года. Вот, представлен. И, соответственно, у вас, у жителей Якутии, соответственно, появилась возможность приобрести наш инструмент. Сегодня мы, соответственно, привезли рабочие образцы для демонстрации всем желающим, чтобы каждый человек мог подойти поработать инструментом. Утренняя часть же это и включала, да? Да, демонстрационную часть, соответственно, если вот видите, вот там уже лежат блоки приготовленные, да, там для демонстрации. Соответственно, мы приехали сегодня с 2 линейками нашего производства. Это 18-вольтовая линейка и 12-вольтовая линейка. Из особенностей инструмента могу сказать вам, что на сегодняшний день на 18-вольтовой линейке работает более 190 единиц различного инструмента.
То есть это одна единая платформа, на которой работают, начиная от светильника, который находится за спиной Дмитрия, да, соответственно, и заканчивая там отрезной угловой шлифовальной машиной, смазка-нагнетателем, соответственно, клеевым пистолетом, шпилькорезом, то есть все работает на одном типе аккумуляторов. Все является взаимозаменяемым, то есть вам достаточно иметь один комплект и там с десяток, с два разновидностей различного инструмента. Александр, знакомство вообще с Милкой, да, у меня началось, знаете, с рыбалки. Когда шурупанчик там с Шуруповертом диким этим чудовищным крутящим моментом, Да. 130, по-моему. 138 ньютонов. Да, у нас 138 лидер, ньютонов да. выдалбливали лунки, да? Да. Как вообще зимой ведут себя батарейки? Любые батарейки, там, неважно, чего производства. Наши батареи все сертифицированы на работу, официально сертифицированы на минус 29 градусов без потери емкости. Это, наверное, мы единственные производители, которые открыто об этом заявляем, что наши батареи работают в минус 29, не теряя своей емкости. На практике могу сказать, что наши коллеги, которые мы уже пообщались там и в Якутии, наши клиенты, да, я в частности лично испытывал при минус 37 градусах. Инструмент работает, запускается без проблем, там батареи работают. Но вот якутские, соответственно, коллеги сказали, что испытывали при минус 54, то есть тоже инструмент работал без всяких нареканий. Как бы. В процессе работы он нагревается, то есть ему самое главное запуститься. У нас это происходит без проблем, инструмент запускается, в дальнейшем как бы прогревается там, до своей нормальной, комфортной рабочей температуры, и в принципе как бы никаких сложностей с его эксплуатацией не возникает. Ну, с чего начнем-то? Питье, колотье и прочее. Да, питье. да. Давайте. Ну, начинаем мы традиционно, то есть с резьбовых соединений. То есть на сегодняшний день это у нас... Колесико открыть. Колесико, да, без проблем, Без да. проблем. Мы привезли с собой, вот у нас имеется вот такой вот малыш. Весом он всего лишь 1100 грамм в комплекте с батареей. Ну, просто батарею я сейчас поставлю с любой платформы, сниму, которая у меня поближе находится. 18, да? Да, 18 винтовый. Данный гайковерт имеет следующие характеристики. Можно потрогать Да, в руках, без проблем, как да. револьвер. Это очень легкий, то есть и без батареи, если вы посмотрите, то есть у Без него батареи вообще он как он игрушечный. игрушечный, да, Да. никто не верит как бы в тот момент и в тот потенциал, который в нем кроется. А кроется в нем целых 300 ньютонов крутящего момента. Для понимания, те колеса, которые протянуты на стандартных шиномонтажах, они протянуты с меньшим моментом и откручиваются еще проще и легче. Ну, давайте открутим любую гайку, которая там. То есть, проблем нет с откручиванием, соответственно. И аналогично, то есть, мы ее протянем. Вернем на место. Хорошо, наверное, на такой машинке с таким арсеналом инструментов ехать по федеральной трассе, да? Ну, Проблем не дор- возникает, дорога, помогаем да. людям. деньги за это не брали? Нет, Абсолютно. нет, Всё нет, понятно, абсолютно. это Помогаем, по-нашему. взаимопомощь дорожная, это всегда. Да, это свято, это всегда. Нет, вообще нормально, да? То есть, сколько там, 2 секунды работы, это как- что за движок такой? Здесь Бесщеточный- здесь стоят brushless, то есть технология, это бесщеточные двигателя. Соответственно, из исключительных особенностей это, соответственно, электроника внутренняя, которая имеет проливку компаундом, залита герметиком, да. То есть инструмент не боится какой-то, попасть в воду, да, то есть его можно, в принципе, просто продуть воздухом, и он дальше работает, то есть мы можем продолжить работать. Это гайковерт, который у нас имеет крутящий момент 2400 ньютонов, вы увидите, он у меня... Это БелАЗ на нем колесо протягивает? Да, я могу сказать, что такими гайковертами оснащена команда МАЗ на ралли Париж-Дакар. Нашими гайковертами, и благодаря нашим вот этим гайковертам на 2400 ньютонов они поставили свой собственный рекорд по замене колес. Он у них составляет там порядка 4 минут. Я просто обращаю внимание на амперность Да, батареечки, 12. ампер часов. Да. На сегодняшний день Насколько это его хватает-то? мы данную батарею выпустили 5 лет назад, никто из конкурентов нас до сих пор не догнал. Вот я как древодел смотрю вот такие вот, к примеру. Посмотрел я вот эти компактные вообще пилы. Для чего они нужны? То есть по мне-то чем больше диск, тем лучше. Данные компактные пилы нужны, допустим, для Тем более кровельщиков. 12 для кровельщиков. Да, для кровельщиков именно. Они здесь как раз таки обеспечивают легкость. Легкость данной пилы позволяет работать, допустим, с рукой на выносе, допустим, пилить конструкции, которые где-то там свисают, да, там и находятся вне
прямого доступа, то есть к ним невозможно подойти. Нужно вам подвести подрезку. Соответственно, каждая пила, каждый инструмент, он имеет свое назначение. То есть, соответственно, вот эти все малыши, допустим, взять гайковерты, да, от маленькой линейки, там, да, от 120 ньютонов, и заканчивая вот последняя новинкой, которая имеет 2700 ньютонов крутящего момента. Это еще мощнее, чем вот этот гайковерт. Да. То есть По-моему, это... что-то военное это. Это в том числе, то есть он без проблем уже можно разбирать резьбовые соединения, это 65-й гайки крутить. Попробуем им что-нибудь попилить. Да, без Ими проблем. У большой- меня сейчас стоит полотно уже по дереву с гвоздями. Да, вот именно я... По дереву гвоздями? Дерево с Это та гвоздями, задача, да. которая перед вами ранее стояла, Да-да-да. которую справились, потратив на это 2 полотна. Да, сейчас мы возьмем просто. Неэкономично, кстати. Но цена была демократичная, я посмотрел. А что за полотна вы использовали? А такие же абсолютно. Такие же? Да. Найдем что-нибудь с гвоздями, да? Я предлагаю, так как мы посмотрели инструмент, то есть сперва обеспечить эти гвозди. Мы их сейчас закрутим просто. Скорость выставлена? Топили. У нас это сосна же, да? У нас вообще очень много лиственниц. Лиственницу вогнать вот такой вот саморезик, да, это... Ну вот, по-моему, листвяк лежит. Да, ну, ниже. окаменелый листвяк еще вообще. Нет, вообще чудные такие ощущения. Ощущение, как Вы будто... заметите, что шляпа просто заходит туда, там, с Да. головкой винта. По поводу листвяка. Вот эту заготовочку мы оставим, Да. Обязательно. а листвячок... А, вот кто-то еще того, да? Нет, это перед нами кто-то пытался. Да. Вот листвячок У нас вот они все. окаменелый. То же самое. Снимаю шляпу. Снимаю шляпу. При работе, соответственно, с сабельной пилой, да, очень важно соблюдать постоянный упор, так как механизм маятниковый, да, соответственно, то нужно, чтобы полотно не вибрировало, то есть гасить эту вибрацию упором. Соответственно, берем, упираемся. Вот мы, собственно, прошли все наши винты, древесину Видим срез и чувствуем приятный запах свежей древесины, да? и горелого металла, да? Есть, соответственно, вот для дачников тоже еще подойдет. Это по металлу? Это там, да, пила по металлу. То есть, ну, многие хоббисты, гаражники пилят и режут. Попилим? Попилим, поставим. Ножовочка по металлу, такой экспресс-тест-драйв от Милки. Да. Ну давайте вот этот, не тот красивый уголок, да. Я предложил бы потолще. Ну взять, давай. посерьезнее задачу решить. Я за. А вообще говорят, размер не имеет значения, на самом деле имеет значение, особенно если ты на высоте, да? На высоте. У нас вот кончился просто такой профиль толщины. Мгм. Ну это тоже солидный такой. Да. Ты хочешь вдоль или поперек? Я распилю их вдоль. Вдоль. Давай, подержи, наверное. Искры будут где? Я прошу обратить внимание, то, что у нас уже стоит здесь уже видавший виды и со сколотыми зубьями диск. Усталый, да? Усталый, очень усталый диск, но даже это нам не помешает как бы решить нашу задачу. Потому можно что я тут для себя тоже видюшек? да, мощность мотора она позволит выполнить это. Ты можешь поддержать? Конечно, надо. А рез давайте посмотрим. Рез обязательно Рез смотреть. Качество. Полный рест. Но... Рез холодный и, ну, я прошу обратить внимание, как бы, да, там, за состояние, соответственно, зубов, которых, ну, то по большей части Отсутствует. просто отсутствуют, да. Немаловажный момент, что нет перекаливания металла. Иногда на производстве это очень важный момент, что нет перекаливания, как это бы сделал, допустим, абразивом. Иногда металл перекаливается, ну такой оттенок ярко-ядовитый имеется. Система One-Key. Вообще я впервые, когда столкнулся, я думал, это для прорабов, которые контролируют
А работает чувак или не работает? То есть ему инструмент выдан, он вообще Типа работает? система складского учета, да? Да. Ну, вы знаете, на самом деле вы правы. Первоначально эта система и была как не то, что задумана, да, одна из основных задач этой системы, чтобы иметь, так сказать, быстро, оперативно инвентаризировать инструмент. Да, необходимо. Определить, собственно говоря, где он находится в данный момент. Мы Это на, сей- одно из- на- А потом они его развили. мы на да? сегодняшний день, да, пошли дальше. То есть система OneKey, она подразумевает в первую очередь, как бы это, соответственно, складской учет. И такая, я бы выделил, даже ее поставил на первое место задача, это задача по сохранению нашей оснастки. То есть она прежде всего направлена на настройку инструмента. То есть, для примера, взяв сабельную пилу, вы, зайдя в приложение, вы неопытный пользователь, вы не знаете, вы резали там, что резать там, допустим, на каких оборотах режется древесина, на каких оборотах режется, допустим, сталь, а на каких латунь. Вы просто берете пилу, заходите в наше приложение, выбираете, допустим, для сабельной пилы из каталога стоящее, установленное сейчас в данный момент полотно, и выбираете просто материал, который вы собираетесь резать. Приложение вам настроит на оптимальное, соответственно, количество там, поступательного возвращательных движений, то есть, и вы, соответственно, разрежет и решит ваши задачи, то есть с максимальным сохранением оснастки. Именно по оснастке. Вообще качество оснастки, ну, Минки говорят, одно из таких. Мы опять не будем кого-то выделять. Давайте просто продемонстрирую вам на примере, допустим, ступенчатого сверла Да, давайте. на работе По в металлу? паре, допустим, с тем же самым шуруповертом, винтовертом, которым вы сейчас Отлично. заворачивали. Вот я даю винтовертик. Да, давайте возьмем винтоверт. Давайте поставим профиль посерьезнее. Я думаю, вот можно из заставки воспользоваться. Вон того, да? Ну, вот этого. Да. Может быть, вот этого профиля. Но он маловат, конечно. Поцелей, вот. Давайте здесь вот. Ну, нам не помешает. Хорошо. Вот, если вы можете, допустим, обратить внимание на толщину, допустим, там стенки, полки. 5 миллиметров будет. Вот. И сверлышко. Ступенчатое сверло Milwaukee, то Да. есть не новое. Вот, ставим, соответственно. Готово. Молчу. И опять же, может, не буду снимать, но придется, наверное, придя в магазин, снять штаны, чтобы купить такое вот сверлышко, да, Да, то есть с таким запасом прочности. По системам хранения, но это и сейчас можно, там, дистак, там, другое и так далее, да? Я видел, что прыгали на ящиках. да. Давайте еще попрыгаем, да? Знаете, у нас есть видео в нашем инстаграме, где мы не только прыгаем на нем, а наезжаем подобным автомобилем передним колесом. И ему ничего На не данную будет. систему ничего абсолютно не происходит. Пластик имеет достаточно гибкую форму. А может, автомобилем это все-таки... Давайте не попрыгаем, может, автомобилем попрыгаем? Саш, наедешь автомобилем? На ящичек. Попугал? Не, чё, жалко? Я думаю, ничего не будет. Там Да, это- нет, чуть-чуть откатитесь. Ну вот сначала попрыгайте просто для... Нет, ну для прочности, допустим, да, ящика. Да. Здесь один важный момент, здесь написано, нарисовано, не вставать. Но это в соответствии с европейскими нормами безопасности, да, все, что не предназначено для наступания, то есть наступать туда не нужно. Вот. Но это не означает, никак не относится к прочности данного ящика. То есть я на сегодняшний день вешу порядка где-то 105-110 килограмм, то есть, ну, прыгая, ну, с ящиком абсолютно ничего не происходит. То есть он- Я говорю, контента ради, может, ребят, запилим того, что наступим правым передним колесом на ящик. Личная ситуация. Давайте попробуем открыть ящик сначала. Давайте проверим, что Да, все что он- исправно. Что он открывается. Все исправно, все системы рабочие. Все, только И внутри даже дорогостоящий инструмент. ну, мы это, А, все-таки перестраховались. я инструмент выложу. потому что, Да. Мало ли что. Вдруг не застраховано. У Александра это в подотчете. А ящик стоит подешевле, да? Да, давай. Стой, потихонечку. Все, теперь заезжай. Стоп. Отъезжай. Отъезжай. Попробуем открыть. Ой, страшно.
Страшно. Что-то там хрустело. Что-то там хрустело. Что-то хрустело. Так, замки, слава богу, рабочие. Ну, ящик, как мы видим, Не развалился. ничего не произошло. Ящиком ничего не произошло. Ну вот. То есть, ну, швеллер, да, там, свернуть, Ну да. там, сделать отверстие. Соответственно, если мы проверим диаметр заклепочки, вот они у нас установлены, то есть процесс клепки заключается в следующем. То есть мы берем заклепку, вставляем в наш носик, вставляем ее в отверстие, нажимаем. Все. Аккуратненько. клепка. Заклепка стоит, да. Хвостовик можно вытащить, либо он упадет сюда, соответственно. Берем следующую. Можете попробовать вы Давайте. вставить. Отложу микрофон. Проще вставить ее сразу, да. Надеть носик на нее, упереться. И нажать. Все. Заклепка готова. Аккуратненькая клепочка. И не надо потом говорить, что я не представитель рабочего класса и так далее, что-то не делаю Да, то руками. есть можете снять процесс расклепывания самой заклепки вот в разрезе здесь вот так. Там, кстати, довольно интересно. Да. Вот так. То есть как происходит расклепывание, соответственно. То есть мы вставляем. Вот можете прямо здесь вот в торец вот так вот, если направить камеру. Вот Вот прям сверху. там прям сверху, Андрей. Не, вот, Вот вот прям сюда в сверху. дырку. Да. Вот так вот, чтобы видно было две стороны. Ну, вот, в плоскости. Сейчас макро перейдет. То есть вот так вот, чтобы, ну, не, чтоб, ну, была вот прям по направлению взгляда обе стороны было видно. Видно, да? Оба направления. Соответственно, вот нажимаем на кнопку. Все, происходит расклепывание, соединение. Смотрите, чтобы это... А, позже стоишь, Саша. Ну, вся глубина диска. Была чистая футболка, стала пыльная футболка. Да, поменяем. А что за диск? Это обычно алмазный диск, тоже наш, милоковский. С хитрой вентиляцией какой-то. Теплоотвода. Ну, заклепка установлена. Все замечательно, замечательно. Если можно общий план, ребят, спасибо за демонстрацию. Еще раз, давно я не видел таких, реально такого сотрясания оружием, да? Демонстрации мощи. Отрадно, что многие производители, не только ваши, но и другие тоже, справедливости ради, объективности ради, есть очень много демонстраторов, которые несут некий образовательный аспект, потому что правильно обращаться с инструментов это первое, наверное, первое задача. дело, не задача даже, а первое дело. При правильном использовании любой инструмент, скажем так, нет плохого инструмента. Есть... В правильных руках работает очень долго. Вот именно. И спасибо за некую вот демонстрацию, мастер-класс по работе с бытовым, со специализированным инструментом производства замечательной компании. Правда, не дружественной нам уже страны, да, но тем не менее американское качество остается американским качеством, да. 12-я линейка, 18-я линейка, и я посмотрел вот емкость 12, батареечка на 12 ампер-часов, да, насколько ее хватит. Ее хватает на 120-й ушемке, это примерно при раскрое там, листового материала 5-миллиметровой толщины. Обычно на отрезным диском это где-то порядка 2,7 метра реза непрерывного. Непрерывного реза. Да, на одной батарее, на 12-вольтовой. На 18-вольтовой, 6-амперная батарейка другой фирмы и другой ушемки. Ну, ребята были, скажем так, мягко говоря, разочарованы. Да? Мы-то думали, хватит ее на энное количество резов. Хватило на 1,5 или на 4. Ну, ладно. Про это промолчим. Еще раз говорю, нет плохого на самом деле инструмента, есть, наверное, некачественное, неквалифицированное обращение с ними. И отрадно, что ваши
ваша компания, ваши вообще функции вот, демонстраторов, они вот этот пробел устраняют, и больше мастеров получают больше удовольствия от владения и работы с инструментом компании Milwaukee. Это программа «Подворье». С вами Дмитрий Аргунов. Увидимся. Всем пока. Всем пока. Bum 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 bum